Очень много людей страдают от непереносимости глютена. Мы решили попробовать сделать блюдо из финской кухни, заменить пшеничную муку на рисовую и кукурузную. Мы приготовили мамалыку, пирог с картофелем и сыром, зыка и халва. Робот изготовлен методом сварки из рычагов распределительного вала, автомобиль ВАЗ. Собачка изготовлена методом сварки из болтов, гаек и втулки. Уличный фонарь изготовлен методом сварки из стального листа толщиной 2 мм и квадратной трубой. Это декоративная шпаклевка. Наш секрет заключается в том, что мы добавляем растительное масло в лак для эластичности. Для цвета мы добавляем блески из золота или серебра. Представлены подделки и изделия, выполненные нашими руками, группой портные. Две декоративные подушки. Первая – техники бисквит. Она очень проста в выполнении и не требует особых навыков. Далее в технике crazy. Она в переводе с английского означает «безумно сумасшедший». Выполняется из разных остатков тканей, ранее выполненных в технике patchwork. Далее картины. Это в технике изонить. Первая картина, панно, это журавли. Вторая панно барбарис. Вам же интересно снять фильм о странном, правильно? Чтобы он не был похож на другой, да? Точно так же наша профессия. Хочется приготовить стандартное восприятие там какого-то наименования блюда, так как никто до этого не делал. А в подсознании все равно этот вкус будет присутствовать, потому что его человек кушал уже когда-либо, да? И в этом есть весь секрет. Подсознание, оно отвечает быстрее, чем догадывается человека, что он кушает. Начало молекулярным загадкам кулинарии положил парижский гастроном-химик Эрве Тис. Именно ему и принадлежит термин «молекулярная кухня». В 1996 году он представил первую докторскую диссертацию на тему «Молекулярная физическая гастрономия». Молекулярность блюд заключается в том, что с помощью специальных добавок и процессов внешний вид и консистенция продуктов меняется до неузнаваемости. Итогом сотрудничества химика Тиса и шеф-повара Пьера Ганьера стало новое направление авторской кухни, которое не так давно дошло и до России. В Москве, однако, молекулярную кухню можно попробовать пока лишь в паре закрытых ресторанов. Зато все более популярной, а главное доступной, становится молекулярная миксология, то есть приготовление коктейлей. Основная задача молекулярной кухни – удивлять сочетаниями вкусов и формой блюд. Именно эта цель связывает ее со всем авторским направлением кулинарии. Мы добавляем, мы уже говорили, масло extra virgin. Оно имеет травянистый горьковатый вкус. Определяется оно по 3 критериям. Это фруктовый аромат, горечь, пикантность. Потом мы берем 2 сока, апельсиновый и томатный. Потом мы добавляем концентрированный овощной бульон, который готовится несколько дней из абсолютно разных корнеплодов в зависимости от того, что хочет. Добавляем лимонный сок. И, как мы рассказывали, что должны присутствовать все оттенки вкусов, да, последним элементом в этом блюде, в этом соусе является острый вкус. Это у нас зеленая табаско. Общепринятые знания, плюс собственный креатив, собственное видение, вот появляется авторская кухня. То есть придумать, в принципе, ничего невозможно, можно просто все как бы перевернуть, все изменить. Для изменения внешнего вида продукта в молекулярной кухне используются определенные техники. Например, можно придать любому продукту желеобразную форму. Чтобы съесть суп из шпината вилкой, обычного желатина будет недостаточно. Для придания вязкости или наоборот более воздушной структуры понадобятся специальные добавки – агар или каррагинан. Смысл такой, что больше структур, больше вкусов, понимаете, да? Чтобы можно было сделать, допустим, сливочное масло спиральку, хотя это не похоже, да? Оно будет теплое или теплое желе, как бы, да? То есть человек будет пробовать и не понимать, как это сделано, а это все сделано из обычных натуральных продуктов.
Еще один из основных процессов молекулярной кухни – эмульсификация. И если добавить к протертой малине соевый лецитин, получится десертная пена. Такой плотности пены невозможно добиться без специального вещества. Вкус, несмотря на кардинальное перевоплощение, не меняется. Добавки из белых пакетиков влияют только на форму продукта. Но закажете ли вы в ресторане блюдо, в списке ингредиентов которого вы найдете ксантановую смолу, альгинат натрия или мальтодекстрин? Многие путают молекулярную кухню и молекулярную химию. Это две разные дисциплины абсолютно. И смысл такой, что во всех школах мира, в Древнем Китае, да, там всегда была молекулярка. То есть первым появился агар появился с океаном, соответственно, представляете, отнесем это на сколько лет назад, да, и молекулярка существует еще с тех времен. Классический торт «Птичье молоко», да, это тоже молекулярная кухня. Так как у нас французская кухня, мы опять же используем яблоко Golden, только оно уже приготовлено по-другому совсем, да, то есть здесь яблочный вкус, здесь яблочный вкус. И мы начинаем вот так вот выкладывать лепесточки. В этом ресторане мы пропагандируем, что вкусов 5 на самом деле, и их действительно 5. То есть есть еще вторичный вкус. И, соответственно, если блюдо человек пробует, он должен почувствовать все оттенки вкуса. Горький, кислый, сладкий, соленый. Все привыкли кушать креветки карпаччо холодным, да, блюдом. Мы меняем представление кулинарии. Мы используем сахарную пудру с одним маленьким секретом, который никому не рассказываем, можно только попробовать. И карамелизуем. Получается 3 вкуса у креветки. Сверху карамелизированный, потом переходящий слой, снизу сырой. То есть у вас уже 3 вкуса креветки. Разгадывать молекулярные загадки теперь можно не только в дорогих ресторанах. На сайте, посвященном этому направлению, можно прочитать небольшие статьи о техниках приготовления и купить наборы для использования дома. Можно даже заказать диск с рецептами, где подробно расскажут о назначении каждого порошка и правильных пропорциях. Вы хотите удивить любимого или маму? Мама не удивится, она скажет, что это неинтересно. Молодой человек, если грамотный, то он скажет, это очень здорово, а на самом деле ему это не понравится. Почему? У вас нету базы. То есть нету базы повара, это невозможно сделать без базы повара никак. То есть в баночке смешать, это... Вы же еду готовите, прежде всего, да? А смешав эти баночки, вы просто сделаете химический опыт, все. А вкуса еды и сохранение этого вкуса первоначального продукта, то есть не добьетесь никак. Но для профессионального уровня это хорошо. В любом случае, это шаг вперед. То есть, если такие магазины появляются, значит, спрос растет на такие вещи, да? Соответственно, если спрос растет, значит, повара хотят что-то новенькое делать. Это будет покупаться, это будет развиваться, и, наконец-то, мы начнем конкурировать в этих направлениях с теми школами, которые в Европе. Салатный листик заправляем соусом из чернил каракатицы, малинового уксуса и уксуса херес. То есть вот так это выглядит. Блюдо готово. Карпаччо из креветок. Эксперименты дают шанс разнообразить повседневную жизнь. В ресторане можно съесть ложкой молекулярный коктейль, дома приготовить прозрачные спагетти с пенным соусом. Благодаря научным исследованиям появляются неожиданные изобретения и новые блюда. Как говорил основатель молекулярной кухни Эрве Тис, надеюсь, что и в будущем для шеф-поваров главной целью останется удивлять и радовать гостей интересной, вкусной, а главное здоровой пищей. Здравствуйте. А теперь вернемся обратно к нам и попробуем сделать молекулярную пену. Для этого нам понадобятся практически домашние условия. Что я подразумеваю под этим? Нам нужны обыкновенный блендер и обыкновенная соковыжималка. Далее мы делаем следующее. Берем нашу морковь, погружаем ее в блендер для того, чтобы получить сок. А далее, когда мы получим наш сок, мы должны будем добавить наш сок в блендер, добавить туда эмульгатор. В качестве эмульгатора мы будем использовать обычный яичный белок, после чего всю эту пену, которую мы получим из блендера, мы должны будем
добавить в аппарат шоковой заморозки для того, чтобы зафиксировать нашу пену, и она уже сохранила свой внешний вид. Собственно, это все. После того, как мы выжили нашу морковь, получили морковный сок, морковный жмых, который я потом расскажу, что с ним можно будет сделать, и предварительно отделили белок от желтка, мы делаем следующее. Добавляем наш морковный сок непосредственно в блендер. Добавили. Отставляем в сторону, добавляем яичный белок. Погружаем. Разумеется, плотно закрываем. И дальше взбиваем до состояния густой, твердой пены. Собственно, после взбития пены нам необходимо ее перелить в другую емкость. Вот такая у нас горячая пена получается. Переливаем ее в другую емкость. И после этого нам нужно ее заморозить, для того, чтобы она сохранила свою форму. Для чего мы используем обыкновенную морозильную камеру с пониженной температурой. Собственно, теперь осталось немного подождать, но я обещал вам рассказать про то, что можно сделать с оставшимся жмыхом из моркови. Можно, например, получить необычный морковный хлеб, если у вас есть специальная форма. Этот жмых можно смешать с нужными нам ингредиентами и заменить, например, муку. То есть мы возьмем классический белок, желток, необходимое нам количество соли, перца при желании, тех специй, которые вы предпочитаете. И, собственно, смешать это все с морковным жмыхом, погрузить в форму и запечь, после чего у нас получится интересной формы и цвета морковный хлеб, который не содержит муки и медленных углеводов. Это не только вкусно, но и полезно.